Уже сегодня вечером состоится прямая линия с главой Якутии Айсеном Николаевым. Задать вопрос руководителю региона может любой желающий. Трансляция, напомню, будет вестись на наших каналах Якутия-24, НВК Саха, а также на канале Россия-24 и Радио ТТ, и также Радио Россия. Обеспечивать выход прямой линии будет наша компания. Сейчас у нас есть возможность заглянуть за кулисы прямой линии и посмотреть, как идет подготовка. С нами на связи Саргалана Захарова. Саргалана, ты в эфире. Здравствуй, Василий. Я сейчас нахожусь в студии, откуда будет вестись прямая линия с Айсеном Николаевым. Уже сегодня вечером в 7 часов начинается эфир. Компания уже готова. Здесь, как видим, студия уже расставлена, стол уже стоит. И о том, как будет проходить эфир, мы поговорим с генеральным директором НВК Саха Олегом Марковым. Олег Олегович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, готова ли компания для проведения вот такого значимого события? Добрый день, уважаемые телезрители. Хочу сказать, что мы сегодня готовы, потому что такой эфир мы проводим не в первый раз. Если мы в прошлом году провели впервые совместный эфир с ГТРК Саха, то в этом году, если в прошлом году были какие-то сложности, то в этом году мы никаких сложностей не видим, уже наработанная схема, поэтому я надеюсь, что никаких эксцессов не будет и все нормально у нас пройдет. Начали готовиться к эфиру уже давно, а в студии уже готовимся со вчерашнего дня, поэтому к вечеру все должно быть хорошо. Сколько человек вообще обеспечивает работу в прямой линии? Мы считаем, что это очень большая работа, ответственная работа, поэтому на этом эфире у нас заточена практически вся компания. Это и телеканалы НВК Саха, Якутия-24, полностью работает радио, наша техническая служба полностью работает, также ребята, которые будут вести вечером по интернет-вещание. В общем, практически вся компания работает, и очень много людей работает над этим эфиром. В прошлый раз, 26 апреля, когда проходила уже вторая прямая линия с Айсеном Николаевым, ведущим были вы. И как прошла тогда прямая линия, какие вопросы поднимали жители Якутии? Поступило очень много звонков, очень много вопросов от жителей республики. Конечно же, вопросы были самые разные, но в основном они касались сферы ЖКХ, здравоохранения, образования. Да? И я думаю, что в прошлый раз на все вопросы, которые поступили, были даны ответы главой республики, а на те вопросы, которые мы не успели ответить во время прямого эфира, в прошлом году эфир длился 2,5 часа, на те вопросы тоже полностью были ответы отправлены. Поэтому мы на этот раз сегодня вечером ждем еще больше вопросов. И хочу сказать, что уже вопросы поступают, так как уже целую неделю собирают вопросы. И по электронной почте, и в директ главе республики поступило очень много вопросов. Вопросы все интересные. И есть, конечно, схожие вопросы. И поэтому думаю, что вечером сегодня на основные вопросы будут даны ответы. Хорошо, спасибо большое. А мы пойдем дальше. Посмотрим, здесь у нас установлены панели, где будут показаны сюжеты наших коллег сегодня вечером. А работу этой студии у нас обеспечивает главный режиссер Мария Константинова. И узнаем настоящее закулисье студии, откуда будет вещаться прямая линия. Здравствуй, Мария. Расскажи, пожалуйста, сколько человек вообще работает внутри этой студии и как происходит работа здесь? Именно аппаратно-студийного блока я насчитала где-то чуть больше 30 человек. Это нестандартные для нас эфиры. Во-первых, это хронометраж эфира. Это, скорее всего, будет 2 часа, а то и больше. Потом подключений достаточно много, разные источники и интернет-вещание. Это и инженеры СБ, 2 смены у нас будут работать, не 5 человек, как обычно, а 10 человек. Это и художники 3 человека, и операторы 5 человек. Как вы видите, здесь у нас уже установлены декорации и камеры. Внизу у нас будут работать 4 камеры. Наверху у нас кран для верхней точки, для красивого обзора. Помимо операторов, художников и осветителей, у нас выпускающая бригада достаточно большая, 2 редактора, которые сидят на звонках. То есть те звонки, которые поступают в колл-центр, они, собираются, наверх к нам в аппаратную относятся. Дальше эти 2 редактора дозваниваются до человека, который изначально дозвонился до нашего колл-центра, дозваниваются,
немножко инструктируют, говорят, подождите, повисите на линии, сейчас наступит ваша очередь, и дальше дают команду «говорите». Вот, помимо этих двух редакторов на звонках, еще у нас выпускающий редактор и режиссер за пультом, который я являюсь. Также звукорежиссер обязательно, очень много звуковых подключений. Это помимо по 2 микрофона на каждого участника, который в студии, еще и прямые включения из разных регионов республики. А также это сервер нужно обязательно запустить, сюжеты, которые изначально готовит информационная дирекция. В общем, очень объемная и большая работа, но я думаю, что мы справимся, потому что опыт есть. Это уже 3-я линия для нас прямая. Поэтому я думаю, что все пройдет гладко. Но мы над этим работаем. Ну и, насколько я знаю, прямая трансляция будет вестись не только на наших телеканалах, но еще и в социальных сетях. Вот об этом чуть поподробнее. Да, в социальных сетях это Facebook, ВКонтакте, Инстаграм. Это даже будет более интересно, потому что, допустим, при воспроизведении сюжета, например, для прямого эфира, телевизионного эфира, да, телезритель, он не увидит закулисье. А, допустим, на прямом эфире Инстаграма, то есть все закулисье, все, что происходит в студии, как перемещаются операторы с камерами, это все будет наглядно видно в Инстаграме, например. Хорошо, спасибо большое, Мария. А мы пойдем дальше. Вот хочу попросить оператора навести туда наверх. Это аппаратно-студийный блок, откуда вот главный режиссер, в частности Мария, следит сверху за всем процессом, который происходит здесь в студии. А мы пойдем дальше. Я напомню, что работает во время прямой линии колл-центр. Все звонки, вопросы обрабатываются в режиме реального времени. И он находится у нас здесь. Здесь нас уже ожидает представитель колл-центра. Юлия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вот в прошлый раз, 26 апреля на прямой линии проходила ваша работа? Сколько звонков успели обработать? И какие планы на этот вечер? Здравствуйте. У нас в прошлый раз на прямой линии в процессе подготовки, непосредственно во время прямого эфира, было зафиксировано 244 обращения. Но, как правило, у нас прием звонков организуется заранее. И сейчас наш колл-центр начал свою работу по приему звонков для прямой линии с Айсеном Николаевым с 12 сентября. Ну, уже поступило очень много к нам обращений от жителей республики. По состоянию на сегодня мы зафиксировали 189 обращений, в которых у нас было зарегистрировано 241 вопрос. Конечно, основным способом, которым пользуются граждане, это телефонный звонок, наиболее простой, традиционный способ, но и по электронной почте нам поступает тоже очень много обращений. Каких тем обычно больше всего касаются наши жители республики? Ну, жители республики нашей волнуют очень разнообразные вопросы. Касается в основном это жилищно-коммунального хозяйства, ремонт дорог, вывоз твердых бытовых отходов, жилищные вопросы, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, ветеранов наших, многодетных семей, инвалидов, детей военного времени. Конечно, они обходят вниманием жителей вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, культуры, ну и другие такие наши насущные вопросы. Благодарю вас, Юлия. Обращу внимание, что уже телефоны установлены. Здесь стоят 6 столов, будут работать 6 операторов. Здесь установлена специальная студийная подсветка, свет, потому что отсюда, с колл-центра, конечно же, как и в прошлый раз, будут проходить включения в прямой эфир, на прямую линию с Айсеном Николаевым. Ну, а я еще раз напомню, что предварительные вопросы заранее уже можно задавать. Номер телефона и электронный адрес вы видите сейчас на экранах. У меня на этом все. Василий. Да, Саргалана, спасибо за столь подробный рассказ и экскурсию. А мы двигаемся далее.